Добрый вечер. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Как всегда, в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. 10 лет в Госсовете Татарстана активно действует настоящее женское лобби или объединение женщин-депутатов «Мерхамет Милосердие». Решение государственных задач в 21 веке – это не только мужская прерогатива. Что же на контроле у прекрасной половины человечества? Многодетные семьи и здоровье детей, образование, медицина, трудоустройство и демография. Женщины-депутаты – авторы многих республиканских так называемых социальных законов. В преддверии Международного дня матери, который мы отметим 24 ноября, о женщинах в политике сегодня в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Ну а провести этот эфир мне поможет моя соведущая, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, руководитель объединения женщин-депутатов «Мерхамет Милосердие» Татьяна Петровна Ларионова. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Добрый вечер. В эту студию мы сегодня пригласили моих уважаемых коллег, наших замечательных женщин, депутатов, наших женщин, которые входят в состав объединения «Мерхамет Милосердие». Это Светлана Михайловна Захарова, председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной политике. Людмила Николаевна Рыбакова, заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Рима Атласовна Ратникова, председатель комиссии Государственного совета по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках. Добрый вечер. Наша коллега, друг, единомышленник Сария Харисовна Сабурская, которая сегодня у нас выступает как эксперт, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. Добрый вечер. Также в нашей дискуссии принимает участие Лилия Николаевна Маврина, секретарь Государственного совета Республики Татарстан. Добрый вечер. Елена Ивановна Кузьмичева, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Федерации профсоюзов Татарстана. Здравствуйте. Алсу Абдрахмановна Тарханова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель исполкома Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век». Добрый вечер. Светлана Анатольевна Вострикова, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Добрый вечер. Гульнара Альбертовна Музипова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель правкома АО «Танека». Добрый вечер. Ляля Ринатовна Кудерметова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанк. Добрый вечер. Рузия Равильевна Тимиргалеева, депутат Государственного совета Республики Татарстан, генеральный директор группы компаний «Березка». Добрый вечер. Фердания Гумаровна Ахмедзянова, заместитель главы Рыбнослободского муниципального района, руководитель объединения женщин-депутатов Рыбнослободского муниципального района. Добрый вечер. Зухря Рустемовна Гарифулина, глава Аланбексерского сельского поселения, руководитель объединения женщин-депутатов Высокогорского муниципального района. Добрый вечер. Ксения Андреевна Владимирова, заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». Здравствуйте. Нина Константиновна Шимина, председатель молодежного парламента при Государственном совете Республики Татарстан. Добрый вечер. Изольда Павловна Жуйкова, руководитель республиканского конкурса «Нишкибиль». Добрый вечер. Гульнара Газинуровна Загруддинова, организатор региональной общественной организации «Жемчужина Татарстана». Добрый вечер. Татьяна Петровна, в начале нашей программы предлагаю обсудить, на мой взгляд, любопытную закономерность. В составе Государственного совета 6-го созыва сегодня насчитывается 16 женщин-парламентариев. Это на одну представительницу прекрасного пола больше, чем созывом ранее. Как видим, женское лобби в Госсовете увеличивается. Тенденция ли это или нет? Ваши отношения, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, вы знаете, вы сейчас задали очень важный вопрос «Женщина во власти».
И если говорить о тех тенденциях, которые есть, то они и положительные, но, к сожалению, не во всем и не всегда. Давайте возьмем Российскую Федерацию. К сожалению, сегодня Россия занимает 120-ю строчку по участию женщин в органах власти. 120-ю в мире. Мы сегодня, если будем говорить о самом верхнем эшелоне, конечно, радуемся, что у нас Валентина Ивановна Матвиенко возглавляет Совет Федерации. Но вместе с ней в Совете Федерации работает только 4% женщин из общего состава этого очень важного государственного органа. В Госдуме несколько больше женщин. Причем я должна сказать, что их количество почти вдвое возросло в последнем созыве и сейчас составляет 15%. Мы очень гордимся тем, что у нас 16% из числа депутатов наши милые женщины. И особая гордость, конечно, в связи с тем, что мы проанализировали у наших коллег в регионах России, это только 9-11%. То есть женщины в Республике Татарстан имеют вес, имеют влияние, имеют авторитет, и это очень радует. Еще один вопрос, который не могу просто не озвучить. Вы знаете, понятно, что очень тяжело избираться по округу одномандатникам, когда рядом с тобой мужчины в альтернативе, и они не считают, что женщине нужно уступать даже элементарно хотя бы в уважительном отношении, когда они вместе на встречах. Так вот, если в прошлом созыве у нас было только 2 женщины-одномандатницы, то сегодня их 4. То есть мы действительно, можно сказать, очень серьезно двигаемся вперед, и я думаю, что за этим прежде всего работоспособность наших женщин, удивительное чувство ответственности, которое присуще женщинам и, конечно, женщинам-депутатам, удивительное милосердие, без которого депутату невозможно встречать людей, а встречи с избирателями, прием населения – это одна из наших главных задач, и женщины ее решают, на мой взгляд, очень успешно. Ну и, конечно, участие в законодательной деятельности. Вот знаете, я сегодня, готовясь к нашей передаче, просто запросила результаты законодательных инициатив всех депутатов предыдущего 5-го созыва. Выяснилось, что вообще среди лидеров прежде всего Светлана Михайловна Захарова. Она инициировала 42 закона в 5-м созыве. 42. Вообще среди лидеров у нас Кузьмичева Елена Ивановна. На ее счету 24 законодательных инициативы. Столько же у Лилии Николаевны Мавриной. И вот Ксения Андреевна, она сегодня представляет здесь депутатский корпус районного звена, а это депутат нашего Госсовета предыдущего созыва. У нее тоже было 23 инициативы, законодательных инициативы. Я хочу сказать, что депутатов избирают в первую очередь по делам. И то, что сегодня у нас очень сильный депутатский корпус из числа женщин, это очевидно. Несмотря на то, что работаем мы еще совсем немного, но тем не менее наш голос уже звучит. Мы заявляемся с интересными, полезными для населения инициативами. Я думаю, что наш созыв сможет положить основу для дальнейшего увеличения численности женщин-депутатов в Государственном Совете. Будем надеяться. 10 лет работы парламентского объединения «Мархамет Милосердие» – это очень многие важные гуманитарные проекты в нашей республике. Среди них «Дорогой наш ветеран», «Сможем вместе», «Мы вместе», телевизионная программа «Большая семья», которую мы отработали вместе с Татьяной Петровной. «По дороге любви», работа депутатов в составе попечительских советов домов для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, и социально ориентированных некоммерческих организаций. Но все это публичные проекты, о которых знает республика. А если поговорить о том, что остается за кадром при работе депутатского объединения. Возможно, есть свои традиции, какие-то негласные правила. Об этом расскажите. Ну, за кадром, конечно, остается большая коллективная работа. Изучение общественного мнения, совместная выработка каких-то предложений по
самым злободневным, самым актуальным, самым непростым вопросом, социально значимым вопросом для нашего населения. Конечно, за кадром остается наша серьезнейшая работа по взаимодействию с органами власти. Мы вот в прошлом созыве настолько усилили свое взаимодействие с министерствами, ведомствами, что появились такие новые форматы работы, как совместные заседания нашего объединения и коллегий того или иного министерства и ведомства. Это абсолютно новый формат, но это говорит о том, что поскольку на коллегиях любое министерство принимает ключевые решения, и эти решения становятся основополагающими для исполнительных органов муниципальной власти, то наши предложения, наша рекомендация там имели и ключевые позиции, и исполнялись, реализовывались, и это очень важно. У нас сегодня очень много сторонников, помощников, единомышленников среди нашего некоммерческого сектора. И это тоже наша черновая работа, которая далеко не всегда видна, но мы опираемся на население, на избирателей, и голос через некоммерческий сектор тоже стараемся услышать. Вот, вы знаете, если говорить и суммировать ту работу, которая, может быть, далеко не всегда видна нашим зрителям, нашим, прежде всего, конечно, избирателям, то это ежедневная, черновая, серьезная работа, и эту работу наша женщина выполняет достойно, ответственно и результативно. Еще один публичный проект парламентского объединения – это горячая телефонная линия «Женское внимание». Акция традиционно организуется депутатами Государственного совета и аппаратом уполномоченного по правам человека в Татарстане. В центре внимания – женское здоровье и семейное благополучие, проблемы, связанные с образованием и воспитанием детей. Горячая линия – это не только возможность принять обращение граждан, но и способ напрямую пообщаться с избирателями. Подробности далее. Женщина, страдающая от побоев мужа, попадает в замкнутый круг. Действующие меры реагирования, такие как штрафы, работают прежде всего против самой жертвы и ее детей, поскольку выплачиваются из семейного бюджета. Если женщина не готова заявить об этом, это тоже беда, это накопление проблем, психологических проблем внутри ее, которые иногда приводят к тем негативным последствиям, о которых и вспоминать не хочется. Поэтому вот о чем сегодня законодатели спорят: ужесточить законодательство или, наоборот, смягчить его, чтобы эта женщина все-таки понимала, как ей действовать. Отдельно парламентарии и приглашенные специалисты профильных ведомств остановились на работе кризисных центров, которые в сложных жизненных обстоятельствах могут помочь женщинам, детям и людям пожилого возраста. Все мы знаем наш центр «Фатима», который известен и имеет уже очень позитивную историю и давнюю историю. Есть немало других центров, которые либо частью своей работы, либо полностью работают на эти проблемы. Но другой вопрос, что сказать, что мы знаем об этих центрах, что осведомлены об адресах, о формах помощи, о возможных, скажем, результатах, на которые можно рассчитывать. Вот это пока работа в должной мере не организована. В ближайшее время члены депутатского объединения «Мархамет Милосердие» намерены провести заседание с широким кругом участников, представителей профильных министерств, некоммерческих и религиозных общественных организаций, чтобы выйти на конкретные формы помощи пострадавшим от семейного насилия. Ни одно обращение не останется без ответа.
Мы сейчас подняли очень серьезную, значимую тему. В ближайшее время, по всей вероятности, и в Госдуме, и в Совете Федерации будет рассматриваться новый законопроект. И мы действительно совсем недавно провели горячую линию. Она у нас называется, идет под общим девизом таким «Женское внимание». И мы ее традиционно проводим с уполномоченным по правам человека, с Сырьей Харисовной. Поэтому не случайно Сырья Харисовна и сегодня здесь, потому что Сырья Харисовна, к вам, безусловно, вот с вопросами о оказании помощи, об оказании поддержки, о юридической оценке вообще действий, когда происходит насилие в семье, обращается значительно чаще, чем каждый из нас. И поэтому я бы очень хотела, чтобы вы несколько проанализировали вот ту горячую линию, которую мы провели с вами вместе, и те выводы, которые вы для себя сделали, которые вы сегодня готовы позиционировать нашему депутатскому корпусу для того, чтобы мы поддержали те или иные позиции в Государственном Совете и Совете Федерации. Да, действительно, вот уже в течение этих лет мы очень тесно с вами сотрудничаем, со всеми депутатами Государственного Совета. И многие вопросы, которые мы обсуждаем, они входят и в ежегодный доклад уполномоченного по правам человека о соблюдении прав человека в нашей республике. И вот эти телефонные горячие линии, они еще раз говорят о тех проблемах, которые, к сожалению, у нас сегодня присутствуют. Дважды вот мы эту тему рассматривали и проводили горячие линии в этом году. В июне месяце порядка 50 звонков было с участием депутатов Государственного Совета, Мархамет, а также действительно представителей Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения, потому что есть вопросы, которые касаются напрямую это нашего министерства, ну и представители юристов, конечно, аппарата уполномоченного. Чуть меньше, там около 43 обращений было вот в последнем случае. И действительно людей волнует очень много о том, что происходит в семье. И не только рассказывает, и спрашивает, как быть в той или иной ситуации, но и предложения вносит. И очень отрадно, по крайней мере, прозвучали звонки от женщин, которые предлагают сегодня обратить внимание на то, что, к сожалению, оставляет детей без присмотра, несовершеннолетних подростков, маленьких детей оставляют, значит, и поэтому предлагает обязательно введение более широкого, это бэби-боксов. Вы помните, в свое время очень сильное в средствах массовых информации достаточно серьезно было обсуждение этой темы. Так вот, сегодня это предложение идет от населения, от самих женщин, а не от органов власти. Конечно, интересовались работой кризисных центров. Вот сегодня Татьяна Петровна как раз, мы слышали, говорила об одном из таких кризисных центров. И я должна сказать, что сегодня достаточно широко развиваются кризисные центры по оказанию помощи семьям, попавшим в вот такую трудную жизненную ситуацию. И женщины также звонят ко мне в аппарат уполномоченного, спрашивают адреса данных центров. Мы предложили нынче вот для работы совместно с Мархамет такие мероприятия, как и бесплатная юридическая помощь пострадавшим от насилия, оказание помощи женщинам, молодым мамам, я мама, потому что действительно очень много мамы молодые не знают о том, какие меры социальной поддержки они имеют возможность получить. Далее, какие иногда не оказываются сами в трудной жизненной ситуации. Вот совсем недавно было такое обращение в мой адрес. И действительно здесь нужно и приют ей найти, и юридическую помощь, и те социальные выплаты, которые положено, разъяснить. То есть вот здесь эту помощь тоже мы оказываем. Это, конечно же, вопросы защиты трудовых прав женщин. Это тоже мероприятие, которое мы предлагаем Мархамет. Поэтому проблема невыплаты алиментных обязательств, да, это тоже тема, которая, я думаю, в дальнейшем нам стоит совместно провести очередную линию горячую для того, чтобы выяснить, насколько сегодня эта проблема снижается или по-прежнему остается острой. Ну что ж, продолжим после рекламы. Тема насилия, конечно, очень сложная, очень трудная.
и решения нужно находить какие-то более современные, новые и результативные. И, конечно, мой вопрос в связи с этим, Светлана Михайловна, к вам. Вы у нас уже 3-й созыв, возглавляете Комитет по социальной политике, и все самые больные вопросы, конечно, ложатся на ваши плечи. Поэтому вот как вы видите эту проблему, какие вопросы ваш комитет готов взять себе в работу, и где вам потребуется наша женская солидарность, наша женская помощь? Спасибо. Действительно, я даже, наверное, сказала бы, это не женского насилия, а домашнего насилия, как сказала Сария Харисовна, что действительно могут насилию подвергаться как дети, так и, в общем-то, люди старшего поколения, и мужчины. Сегодня есть такие случаи. Мы вот с Гузель Любисовной тоже такие же приемы совместно проводим в различных районах нашего города, и оттуда тоже приходят вопросы. Кстати, тема женского насилия и детского насилия как раз пришла от Риммы Атласовны, когда она вроде бы вела прием. Да? То есть вот это тоже говорит о том, что мы встречаемся с населением. Редко бывает, ведь люди на самом деле и не вот я здесь как раз хочу сказать, что эта тема острая, и в то же время она скрытая. Не каждый человек готов вытащить то, что у него происходит в семье. И вот здесь, наверное, не только ужесточение уголовной ответственности, о которой сегодня говорится в Российской Федерации, закон о домашнем насилии сегодня бурно обсуждается, но именно вот с точки зрения уголовной ответственности, ужесточения, мы не только в этом области должны говорить. Если там кто-то совершил какое-то преступление, оно уже сегодня прописано, и довольно-таки жесткое наказание есть. Но мы сегодня должны говорить именно с точки зрения законодательства, если мы говорим об этом, не только касающихся органов МВД или правоохранительных органов. Мы должны говорить это и по Минобразованию, Министерству образования. То есть у нас есть такие уже предметы в Республике Татарстан. Это семьеведение или семейная этика. Она по-разному называется, но она не входит в программу. То есть сегодня, наверное, надо законодательно урегулировать, чтобы какие-то предметы у нас у детей стали меньше, но за счет этого мы должны вводить вот этот предмет уже, где будут уже детей в детском возрасте, может быть, даже уже в дошкольном возрасте приучать к этике, к этиологии, да, чтобы человек мог, диентологии, чтобы он мог правильно в дальнейшем вести какие-то семейные отношения. Да. Мы должны проработать, наверное, может быть, должен быть регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики над преступлениями домашнего насилия или в семейно-бытовой сфере. То есть вот у нас каждый занимается. Минобразование занимается, Министерство здравоохранения занимается, комиссия по делам совершеннолетних занимается. Мы с вами заниматься начали этими вопросами. Но вот объединиться, кто на каком этапе, где мы выявляем, куда. То есть вот эта информационная обеспеченность должна быть обязательно. И я думаю, что мы тоже с вами совместно проведем как заседание, наверное, круглого стола, обсудим уже более подробно именно с тех предложений, которые поступили во время горячей линии, и дадим уже свои предложения. Сегодня мы должны очень активно работать с нашими общественными организациями, которые уже сегодня создают специальные гостиницы, которые, в общем-то, куда женщина может обратиться. Но, к сожалению, наши граждане, не обязательно женщины, не знают, куда идти. Да? То есть вот здесь мы должны оказать, наверное, тоже такую информационную помощь нашим гражданам. Спасибо. Матвей, я, наверное, воспользуюсь аудиторией зрителей нашего телеканала и еще раз скажу, что тема домашнего насилия стала темой актуальной, важной для нашего объединения. Поэтому, если есть у наших телезрителей по этому вопросу какие-то предложения, пожелания, мнения, пожалуйста, направляйте. Мы будем с удовольствием просматривать эти вопросы с точки зрения эффективности принятия тех мер, которые сегодня возможны в республике, в Российской Федерации. Ну и наверняка все контакты находятся на сайте Госсовета, Конечно. все в открытом доступе. Ксения Андреевна, женщина в политике всегда находится в курсе происходящих событий. Обсуждаемая тема последнего времени – это видеоролик, который был выложен в интернете одной из жительниц Татарстана, на котором запечатлен 6-летний сын ее, находящийся за рулем автомобиля, который разогнался до скорости 130 км в час. У нас есть возможность сейчас этот ролик посмотреть, а потом я попрошу вас прокомментировать.
Ну и вопрос очень простой, как же реагировать на таких родителей? Вы знаете, я вот сейчас видела второй раз этот видеоролик, и у меня второй раз просто сжалось сердце внутри, и комментировать здесь безусловно. Но о чем здесь можно сказать? Говорить о том, что женщина нарушила правила, на это есть соответствующие органы, и я уверена, они сейчас примут соответствующие решения. По закону накажут. Говорить здесь о любви и безопасности к этой женщине, ну извините меня, если любящая мать, которая заботится о безопасности своего ребенка, в жизни так не поступит. И вот здесь встает вопрос, что было бы, если этот видеоролик не попал на суд общественности? Что было бы, если мы его не увидели? Посадила бы она этого ребенка второй раз, третий раз, или это систематически она это делала? А что осталось за кадром? Что остается за кадром? И вот здесь я точно так же, я бы хотела воспользоваться сейчас эфирным временем и обратиться к гражданскому обществу, обратиться ко всем, кто неравнодушен. Если вы видите, что с близкими, с детьми, с кем угодно, где-то вы сталкиваетесь со случаями насилия и вот такого безнравственного, по-другому я не могу назвать, поступков, пожалуйста, снимайте, сообщайте в соответствующие органы. Но самое главное, не оставайтесь равнодушными. Спасибо. Рима Атласовна, деятельность... вы хотели дополнить? Я хотела Да, просто, давайте. извините, вот как раз о том, что необходимо сообщать. У нас в республике есть телефон, который работает в круглосуточном режиме, номер 112, Министерства чрезвычайных ситуаций, куда можно сообщать вот о таких ситуациях, которые мы сейчас видели на экране, но и вообще все случаи, которые происходят с соседями, с близкими, с родными, там, где мы видим насилие или неблагоприятная обстановка, для того, чтобы соответствующие службы могли своевременно принять меры и предотвратить какие-то трагическую ситуацию или трагедию в этой семье. Поэтому ГЛОНАСС 112, звоните, если с такими ситуациями вы встречаетесь. Ну что ж, мы продолжим. Рима Атласовна, деятельность объединения женщин-депутатов «Мерхамет Милосердие». Это ведь не только деятельность, собственно, самого Государственного совета. Женское крыло Татарстанского парламента активно ищет союзников и в муниципальных районах Татарстана. Расскажите, пожалуйста, по какому алгоритму выстраивается эта работа, насколько она эффективна? Вот мы увидели сейчас даже в начале нашей передачи уже, насколько сложным становится мир. Безответственным, жестким, непонятным. И вот, конечно, женское влияние, женское внимание к этим всем проблемам очень важно. Вот поэтому мы радуемся с Татьяной Петровной вместе с коллегами, что у нас в прошлом созыве было 15, у нас сейчас стало 16. В следующем еще больше будет. Ну, даст Бог, будет больше. Женщин вообще-то в Татарстане 54% от всего населения. Около 46% мужчин у нас. Ну, конечно, это вроде бы неравное такое представительство. Я вот тоже готовилась к передаче, посмотрела данные мирового парламентаризма. Как-то в каком-то одном из созывов в стране Руанде получилось так, что избрали 68% женщин. Что они смогли сделать? Ничего особенного они не смогли сделать. Потому что для того, чтобы вот настоящее справедливое социальное государство построить, счастливое государство, для этого нужна еще экономическая база. И для этого нужно взаимопонимание, мне кажется, большее с мужским доменом, в котором мы существуем. Но, к сожалению, бывает так, что женщинам иногда больше приходится убеждать мужчин. А вот те проблемы, которые кричат сегодня в обществе, они как раз-таки требуют вот каких-то особой интуиции женской, каких-то компетенций, доброты, вот умение быть ближе к людям. То, что вот у женщин есть, никому не в обиду будет сказано. Поэтому мы ратуем за то, чтобы нас было больше. И действительно мы стараемся выстраивать взаимоотношения с нашими коллегами в муниципалитетах. Вот Татьяна Петровна, когда мы выбрали нашим предводителем, первое, что она сделала, она выстроила взаимоотношения, она выступила с идеей, что нужно создать женские объединения, женские группы в муниципалитетах Кызылар-Шлайбылдымы. Да, так было. И они сегодня есть. Вот если еще чуть-чуть цифр, у нас 26% глав муниципальных образований – это женщины.
23% всех муниципальных депутатов – это женщины. Ну, чуть побольше, чем у нас. Ну, тоже, конечно, может быть, не капля, которая отражает все общество, но тем не менее. Имена этих женщин, они гораздо более ярко звучат сегодня. Мы их знаем, я вот, если меня сейчас скажете, перечислите их, я женщин назову гораздо больше глав муниципальных образований, чем мужчин, несмотря на то, их там в 3 раза их больше. Поэтому, конечно же, мы должны солидаризироваться в этих вопросах, их много, их вот они кричат, вот они требуют нашего внимания. Когда иногда вот нас обвиняют в том, что вот вы женщины, депутаты, вы там, значит, мало принимаете законодательных законов, мало выступаете за законодательными инициативами, вы занимаетесь общественной работой. Вот общественная работа, она сегодня тоже нужна. Без нее тоже никуда не деться, потому что привлечь внимание, какую-то проблему поднять, в колокол ударить, к ней общество призвать вот к решению этой проблемы, это тоже важно. Это важно, вот мы этим как раз занимаемся. А как уж с коллегами складываются у нас отношения, давайте у них спросим об этом. Пожалуйста, берите микрофон. Мархамет Милосердие Государственного совета Республики Татарстан проводит выездные заседания в муниципальных районах. Недавно вот такие заседания прошли в Арском, в Зеленодольском, у нас в Слободском районе. Я считаю, что проведение таких мероприятий очень эффективно. Мы, как женщины-депутаты, представители объединений Мархамет Милосердия муниципальных районов, имеем возможность задать вопросы представителям министерств, ведомств, и не только депутаты, но и жители, потому что во время проведения таких выездных заседаний депутаты Мархамет Милосердия, члены объединения Мархамет Милосердия встречаются с жителями, бывают в учреждениях, посещают учреждения образования, и у жителей имеется возможность задать им лично вопросы, и решение которых требует работы не только на районном уровне, но и на республиканском, на уровне Государственного совета Республики Татарстан. Давайте пожелаем вам удачи, чтобы все получилось. Ну, а я, наверное, все-таки добавлю, конечно, Фердания Гумаровна, спасибо за добрую такую оценку положительную. Но буквально на следующей неделе у нас будет очередной образовательный семинар, и мы рассмотрим вместе вопросы, связанные с реализацией национальных проектов республики. Это очень важный вопрос. А к телезрителям, к нашим, опять-таки, обращаюсь с предложением. Вот район, в который женщины-депутаты нового созыва будут выезжать в следующем году, пока не определен. Поэтому, если у вас есть вопросы, если у вас есть предложения, приглашайте, звоните, называйте свой район, аргументируйте, почему именно к вам мы должны приехать. Приедем с удовольствием. Людмила Николаевна, еще один вопрос, который напрямую касается социальной сферы. Татарстан уже 4-й год подряд реализует федеральный государственный стандарт, который позволяет детям с ограничениями здоровья получать равные условия в образовании. Инклюзивное образование – это сложный процесс, в котором задействованы и родители, и дети, и педагоги, и психологи. Всегда ли в наших татарстанских школах удается грамотно выстроить эту цепочку? Ну, я вообще хочу сказать, что Татарстан – это первый субъект Российской Федерации, в котором была начата реализация программы «Доступная среда». И мы были как пилотный вообще проект. И вот эта вот реализация программы дала много возможностей, наверное, равных возможностей для детей с ограниченными возможностями. Вообще категория семей с детьми-инвалидами – это особая категория, и она находится под особым вниманием нашего государства. Это в части и здравоохранения, это в части и социального обслуживания, и адресной помощи, и, конечно же, образования. На сегодняшний день на законодательном уровне уже внесены изменения в порядок проведения обучения по образовательным программам детей-инвалидов. В данный момент ведется работа по внесению изменений для обучения детей-инвалидов по адаптивным программам, потому что это требует за собой дополнительных финансовых вложений и увеличения штатной численности, потому
потому что необходимы и тьюторы, и ассистенты в общеобразовательных учреждениях, и в дошкольных образовательных учреждениях. А по общеобразовательным программам ребенок без задержки психического развития может обучаться спокойно. Внесены порядок увеличения штатной численности, то есть уже введены учителя-дефектологи, логопеды, психологи, то есть уже старт дан. И старт дан, наверное, благодаря еще женщинам, депутатам 5-го созыва, которые в Зеленодольске проводили в рамках проекта «Сможем вместе», который реализовывался на территории республики в 2018 году в реабилитационных центрах для детей-инвалидов. Именно там состоялось выездное расширенное заседание по инклюзивному образованию. Именно там обсуждались вопросы нехватки в общеобразовательных учреждениях всех тех специалистов, которые я перечислила. Именно там был проведен мониторинг занятости детей-инвалидов в учреждениях доп. Образования. И установлены индикаторы были, что дети с ограниченными возможностями до 35% от общего количества должны посещать учреждения образования, учреждения культуры и до 55% учреждения спорта. И в муниципалитетах сейчас это четко очень отслеживается. И вот с 1 декабря наступает декада инвалидов, и я призываю всех в своих избирательных округах обратить внимание на эту категорию, провести приемы, целевые приемы и порой оказать адресную помощь тем семьям с особенными детьми. Потому что каждый приход в эту семью, небольшое внимание доставляет им радость. Ну, я вообще продолжу, если можно, немножечко эту тему. Дело в том, что вчера у нас в республике была министр просвещения Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна. Мне посчастливилось с ней общаться и, более того, участвовать в ее встрече с учащимися педагогических училищ. И тема инклюзивного образования была тоже очень острой и актуальной, потому что при всем понимании, что делается, скажем, и в нашей республике немало, при всем понимании, что сегодня законодательная база для решения этих вопросов достаточно значительная, тем не менее проблемных вопросов, особенно у семей с детьми, которые требуют особого нашего внимания, особой заботы, безусловно, немало. Поэтому эта тема остается в центре нашего внимания. Наш нынешний созыв обязательно будет продолжать работать над этими вопросами, и мы постараемся как-то сделать так, чтобы как можно меньше было тех семей, которые будут нуждаться в той помощи, которая сегодня пока не оказывается. Татьяна Петровна, прямо сейчас я предлагаю заглянуть в недалекое будущее. Уже 6 декабря состоится финал республиканского конкурса «Жемчужина Татарстана». Ну и каждый год осенью организаторы республиканского конкурса красоты и талантов «Жемчужина Татарстана» объявляют о новом наборе участников. И причем отправить заявку могут женщины с любой формой ограничения здоровья. Как на данном этапе происходит подготовка? Ну, я хочу, чтобы камеры сейчас были направлены на нашу Гульнару, на нашу замечательную Гульнару, потому что именно она инициировала этот конкурс в нашей республике, и именно она является душой и сердцем этого конкурса. Она первая заявила о том, что женщины, имеющие сложные заболевания, действительно серьезные проблемы со здоровьем, они просто удивительные в той части, что хотят, стремятся быть полезными, необходимыми, стремятся всегда к каким-то успехам. Среди них много тех, кто получает высшее образование, много тех, кто сегодня достигает каких-то необыкновенных просто высот. Ну, например, в прошлом году мы узнали, что почти все участницы наших финальных конкурсов испытали вообще прыжки с парашютом, потому что им оказали такую, в общем-то, помощь, предоставили такую возможность, и они испытали этот вообще-то риск, страх, не боясь того, что может бояться человек, который абсолютно никаких проблем со своим здоровьем не имеет. Просто это действительно очень сильные духом люди, очень сильные, желающие, стремящиеся и, самое главное, достигающие очень многих успехов. Поэтому не поддержать этот конкурс, мы просто не могли. Но поддерживаем мы его не просто тем, что приходим,
участвуем в составе жюри, приходим, может быть, с какими-то призами, то, что, как правило, сопровождает любой конкурс. Мы взяли на себя повышенную ответственность. И я очень признательна своим коллегам, женщинам, в том числе и уже нынешнего созыва, за то, что вот они взяли на себя эту работу. Что это за работа? Ну, во-первых, любой конкурс – это прежде всего портфолио. Это понятно, что женщина должна предстать перед теми участниками, соперниками и зрителями, чтобы ее увидели, ее узнали. Но даже женщине, скажем, имеющей для этого финансовые возможности, женщине, имеющей, может быть, какой-то опыт, это не всегда удается сделать успешно. А что делать женщине, которая живет на свою пенсию по инвалидности, еще иногда и весьма часто имеет детей, не всегда, к сожалению, рядом с ней надежное мужское плечо, ей же надо и средства найти, и вообще выглядеть достойно. Так вот, именно за счет наших женщин, благодаря нашим женщинам, эти наши участницы узнают, что есть профессиональные визажисты, есть замечательные профессиональные парикмахеры, которые сделают их красивыми. И в конце концов есть еще и наряды, которые сделают их королевами. И все это на себя взвалили, на свои плечи наши женщины. Полностью поддержку в этом вопросе наши женщины-депутаты оказывают своим подопечным. Мы всегда распределяем участников финала, а их всегда 10, между нашими женщинами-депутатами. Конечно, общение в ходе подготовки к этому конкурсу, оно тоже дает дополнительный стимул для участия нашим женщинам. Они раскрываются, они рассказывают, они спрашивают, как представить тот же вообще творческий номер и кто им может помочь. И опять наши женщины выступают не просто как консультанты, не просто как союзники, как самые первые помощники. Вы знаете, самое, наверное, замечательное то, что с этими женщинами не прекращается потом взаимоотношения. Вот сегодня у тех наших коллег, которые уже не первый созыв работают и не первый конкурс сопровождают и патронируют, спросите, как зовут их подопечных предыдущих лет, как они живут, что изменилось в их семьях. И они будут рассказывать об этом с упоением, потому что это становится действительно очень такой хорошей дружбой, взаимопониманием и продолжением хорошей, доброй истории. Ну и я хочу сказать, что нынешний конкурс, он, конечно, не будет исключением. Мы в этом направлении уже работаем, мы готовимся. Но, наверное, напутствие нам сделает Гульнара, как главный организатор данного конкурса. Спасибо большое. Действительно, на протяжении уже 6 лет Татьяна Петровна и все женщины-депутаты общества Мерхамет Милосердия оказывают колоссальную поддержку. А это вопросы не только фотосессии, не только портфолио, часто решают другие вопросы и по покупке колясок. Были подобный опыт. Мы вам очень благодарны. С вами наши участницы подготавливают 100%. Спасибо вам, что вы находите время посетить наш конкурс ежегодно, поддержать их лично на самом этом им и для них важном этапе. Спасибо. Спасибо. Мы будем вместе с вами и дальше. Ну и еще один конкурс, о котором нельзя не сказать, это конкурс «Ничкабель». Это тот конкурс, о котором, мне кажется, знают все. Это конкурс, который очень четко заявил, что Татарстан – это территория крепких семей, и поэтому мы каждый год на конкурсе убеждаемся в этом. И уже в эту пятницу очередной финал очередного года. И, Изольда Павловна, конечно, без вашей оценки того, как происходит этот конкурс, и без, может быть, каких-то напутствий нашему нынешнему составу депутатов женщин, мы тоже не можем обойтись, тем более в канун Дня матери, тем более в канун предстоящего конкурса. Спасибо, Татьяна Петровна. У объединения группа женщин-депутатов Мархамет
в конкурсе «Ничкабель» есть тоже своя номинация, и она уже давно эта номинация. И надо сказать, что вот номинантка будет определяться не 22-го, потому что женщины-депутаты, они наш конкурс сопровождают с самого старта. А каждый год он стартует 15 мая. Поэтому номинантка, она уже определена по работе, по сотрудничеству. И вот как отметила Рима Атласовна, что женщины-депутаты очень много занимаются общественными делами. Я вот представляю общественную организацию и хочу сказать, что это не конкурс «Ничкабель», это проект «Ничкабель». Это большая системная работа, в которой нам помогают женщины-депутаты. И за не менее времени я просто не могу перечислить участие каждого депутата здесь, сколько они нам помогали, сколько они делают. И даже хочу обратиться и к депутатам местных образований, и Верхней, и Высокая гора, и Рыбная Слобода. И вот теперь Людмила Николаевна уже депутат Госсовета, Елабуга. Но это просто неоценимая работа. Вот общественных организаций, общественности и женщин-депутатов. Поэтому я могу сказать только большое спасибо за помощь, потому что мы гражданское общество и семья, дети. В конце концов, вот этот вот проект «Демография», мы не можем стоять в стороне. Вот большое спасибо всем. Спасибо. Алсу Рахмановна, но мы, наверное, так все-таки всех секретов предстоящего торжества не будем открывать, но к вам с вопросом обратимся, потому что один из специальных призов всегда учреждает Совет ТНВ, и на сцене появляетесь вы с этим замечательным подарком. В прошлом году я помню, что это была учительница английского языка Земфира Фатхулина, Дрожжановский район. Может быть, вы подскажете, кто в этом году станет вообще призером от вас, от вашего объединения? Действительно, ежегодно одна из конкурсанток отмечается благодарственным письмом председателя Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век». В первую очередь мы отмечаем, конечно, за пропаганду истинных семейных ценностей, традиций народного воспитания. Кроме того, мы стараемся найти какую-нибудь изюминку в жизни этой женщины. Ну и в этом году мы уже подобрали такую конкурсантку. Кто это будет через 2 дня, откроется эта интрига. Правильно, наверное, правильно. Елена Ивановна, впереди волшебная новогодняя пора. Много праздничных елок ждет нас в республике, но первая благотворительная елка всегда за объединением женщин-депутатов «Мерхамет Милосердия». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте тем, кто, может быть, о нем еще пока не знает, и что особенного планируется в этом году. Действительно, первая новогодняя елка благотворительная открывает именно наше депутатское объединение «Женщины Мерхамет Милосердия». Этот год тоже не будет исключением. Мы уже готовим, я тоже сохраню такую вот интригу, поскольку это такой новогодний праздник, новогоднее чудо, поэтому совсем немножечко осталось времени. Вообще благотворительная елка, она организуется для детей из многодетных семей, для детей с ограниченными возможностями, для детей-сирот. Поэтому наши женщины-депутаты, они вкладывают уже всю свою душу в организацию этого мероприятия, поэтому огромные слова благодарности нашим женщинам-депутатам. Татьяна Петровна, она была именно идеологом организации этой благотворительной елки. И, пользуясь тоже случаем, я хочу выразить слова благодарности Министерству культуры Республики Татарстан, руководителю театра кукольного ИКИЯ, творческому коллективу за помощь в организации этой благотворительной елки. И скажу только, что наша нынешняя благотворительная акция, именно благотворительная новогодняя елка, состоится 18 декабря этого года. Спасибо всем большое. Татьяна Петровна, к сожалению, время в телевизионном эфире ТНВ наше ограничено, поэтому думаю, что пора подводить итоги. Вы знаете, мне кажется, сегодня итоги подводить рано, потому что мы сегодня, по сути, только-только говорим о тех своих планах, намерениях, может быть, первых шагах, вот, сделанных женщинами-депутатами нынешнего созыва. Сегодня не каждая из нас взяла микрофон, но я
точно могу сказать, что уже каждая вложила свою душу, настроение, свой потенциал, свой вообще действительно такой вот дух солидарности в те проблемы, которые решаются и которые мы планируем решать дальше. Поэтому я просто хочу сказать, что мы полны решимости продолжать делать добрые дела. Мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы оставаться востребованными прежде всего нашим населением, нашей родной республики, которой все мы служим, все женщины нашего объединения. И поскольку сегодня было много интриг, я, наверное, все-таки закончу не интригой, а скажу, что мы вообще с нашей замечательной телекомпанией ТНВ и с Матвеем договорились, что в этом году мы еще раз пригласим наших женщин-депутатов в эфир для того, чтобы дать слово и возможность высказаться и тем, кто сегодня микрофон в руках не подержал, и чтобы отчитаться о том, что за этот год нам удалось сделать. Всем успехов! И учитывая то, что мы действительно в преддверии замечательного праздника, День матери, я прежде всего хотела бы сказать нашим женщинам, нашим милым мамам, замечательным нашим, дорогим, любимым мамам, пожалуйста, будьте здоровы, пожалуйста, будьте счастливы, пожалуйста, будьте благополучны. И нашим дорогим детям берегите своих мам. Любите своих мам. Мамы у нас великолепные, замечательные, удивительные и единственные. У каждого из нас единственная мама. Спасибо. Вот и все на сегодня. Вы смотрели программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». До встречи на ТНВ. До свидания.